Где находится целебный родник? Чем может помочь Варвара Скворчихинская и о чем говорили на табынских чтениях? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Целый месяц в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы пребывал ковчег с частицей мощей святой блаженной Варвары Скворчихинской, и целый месяц шел народ поклониться этой святой. Но многие ли знают, что эта святая проживала в нашей республике, и именно она, будучи хрупкой и скромной учительницей, встала на борьбу с атеизмом в тревожные годы гонений на церковь. Настоящее имя святой – Варвара Васильевна Архангельская. Родилась она в 1890 году в семье сельского священника в селе Скворчиха Ишимбайского района Республики Башкортостан. Вот 2 года у нее умерла мама. В 7 лет она потеряла отца и осталась круглой сиротой. Воспитывала ее бабушка-просфорница. В 12 лет ее направили в Уфу, в епархиальное училище, которое она через 7 лет закончила, с правом преподавания, то есть учителем. Преподавала она в нескольких школах нашего района, была в Ире некоторое время преподавала, а потом вот сюда ее назначили в Будине и в Скворчихе, сразу в 2 школах она преподавала. Детишек она учила основам письма, чтения, счета, географии. По отзывам односельчан, учила успешно и рассказывала о Боге, о любви к родителям, ближним, о добре и зле, о послушании и труде. По рассказам очевидцев, она была небольшого очень роста, очень аккуратная, очень такая строгая, она к себе, к окружающим, очень мало говорила. Голос очень приятный у нее был такой. Она очень любила детей, и дети ей отвечали взаимностью. Был момент, когда директор школы собрал педсовет, и он сказал, что вот пришло нам такое указание, что мы с завтрашнего дня учим детей, что Бога нет. Варвара Васильевна встала и говорит: а куда же он делся? Вчера он был, сегодня он есть, а завтра его не будет. Куда же он делся? Ну вот товарищ Ленин сказал, что Бога нет. Она опять говорит: а куда же он делся? Она встала, поклонилась, сказала: простите меня, ушла, и больше она в школу не вернулась. Затем, когда в школе начали преподавать атеизм, ушла в монастырь. Ее затвор длился более 35 лет. Вот с этого момента начался ее поиск любви блаженства. Понимаете, когда она была очень аккуратная, она следила за собой, она чистенько всегда, скромно одета, но очень аккуратная. И вдруг сельчане ее видят в одном калоше, в одном ботинке, непонятно, какая-то тряпка на голове подвязана. То есть вот она показывала всем своим видом, что мир сошел с ума, что все перевернулось с ног на голову, что невозможно жить так, как вот сейчас хотят людей заставить жить, без веры, без Бога. Сначала она в затвор не уходила. Она сначала поселилась у сельчан, они комнатку ей за печкой там выделили, но к ней стал народ ходить. А народ, его не обманешь. Сразу поняли люди, что непростой человек. Она была молитвенница, с детства она молилась. И сейчас усугубляла вот свой молитвенный подвиг. За советом к ней начали ходить, какую-то помощь, помолилась, что-то посоветовала. И, конечно, неудобство хозяевам было. Тогда выделили ей такой сарайчик, в котором ягнят выращивали маленьких. Вот в этом сарайчике она жила сначала. Маленькое окошечко было, печечка старенькая. В то время она еще печечку топила. Но случилось несчастье, и пожар случился, и этот сарайчик сгорел. Тогда вот здесь, на этом месте, нашли старый сарай.
Вообще он был сплетен из веток ивовых и обмазан глиной, и было только 3 стены. И вот ее почитатели, ее духовные чада из подручных материалов 4-ю стену эту сделали. Там не было ни печки, ничего там не было. И вот 36 лет она провела в затворе и практически в полной темноте. Выходила она только ночью на улицу. Сначала она к людям выходила, потом с 40-го года полный затвор был. Она уже к людям не выходила, разговаривала с ними через щелочку в двери. И зимой здесь такие вьюги бывают. И снега до 2 метров наносит здесь высотой. И вот этот сарай, я рассказывала, да, голуби влетали, свободно вылетали, там снег по стенам наметался в этом сарае, а морозы до 40 градусов мороза и выше, ниже бывало. И этот человек, эта хрупкая, маленькая женщина, она жила в этом сарае, где не было ни печки, никакого другого, вообще ничего не было. У нее гнездышко в снегу было, и там сено было. Вот она там и отдыхала. Летом сырость, зимой холод. И бывало, что зимой к ней по 18 дней не мог никто прийти. Значит, все это время она была без еды, без воды. Но, несмотря на это, вот свидетельства говорят о том, что она согревалась Святым Духом, она питалась Святым Духом, потому что вот Федор Маслов, чадо ее духовное, рассказывает, что был мороз страшный. Он проснулся в своей теплой шимбайской квартире, когда он посмотрел на термометр, схватил шубу и поехал сюда в Скворчиху. Он говорит, что он не надеялся вообще живой ее обрести. Когда он к ней подошел к этому сараю, он говорит: «Феденька, ты зачем в такой мороз приехал?» Он: «Варвара Васильевна, так холодно». «У меня тепло». И многие говорили, что, подходя к сараю зимой, даже расстегивали фуфайки. И руки у нее были всегда теплые. Умерла Варвара Васильевна в 1966 году, на 76-м году жизни. Прозорливой старице было открыто настоящее, прошлое и будущее. Свидетелями этих дарований являлись не только простые верующие люди, но и священники. Сохранились свидетельства о помощи блаженной Варвары в тяжких недугах. У нее был удивительной силы дар прозорливости. Всю войну ведь к ней шел народ. Люди без вести пропадали. Долго не было сообщения о близких. Она говорила: молитесь как о живом. Или закажите там панихиду, отпевайте. Она говорила людям. Был такой замечательный случай, когда зимой девочкам-подросткам она горячие плюшки. Они замерзли, пришли даже в варежках. Ну, сейчас согреетесь. И вынесла горячие плюшечки такие. Откуда они у нее? Очень много. Есть случаи исцелений. Архимандрит Серафим Оренбургский, Томин, рассказывал, когда ему было 17 лет, он из Оренбурга приходил к Варваре Васильевне. Вот дорогой шел, думал, вот это спрошу, вот это спрошу. Подошли, и оробел. Оробел и не знает, что сказать. И говорит: матушка, и говорит: благословите. Он говорит: какая я тебе матушка, какое я право имею афонского старца благословлять? А ему было 17 лет. Вот это нам он рассказывал сам. Вот она уже знала, что он будет жить на Афоне, что будет схимонах, схиархимандрит. Таких случаев очень много. В настоящее время мощи Варвары Архангельской хранятся в Ишимбайском районе в храме, расположенном на территории строящегося женского монастыря в честь святой блаженной Варвары Скворчихинской. Этот храм построен за 4 года. Построен храм на пожертвования прихожан. Иконостас такой замечательный. Это наш тоже уфимский иконостас. Артель наша сделала, заказывали мы там. Замечательный получился иконостас, красивый очень.
Считается, что мощи святой исцеляют от многих болезней и обладают чудодейственной силой. Блаженную Варвару просят помочь перенести тяжелые искушения, гонения и нищету, а также просят защитить от притеснителей и воров. На месте маленькой часовни когда-то стоял тот самый ветхий сарай, в котором и жила блаженная Варвара Скворчихинская. Рядом с часовней находится родничок, который выкопала сама провидица. В нем и поныне течет чистейшая вода. Народ считает ее святой и целебной. И именно к этому роднику не зарастает тропа. Каждый день сюда приезжают люди со всех концов не только нашей республики, но и соседних регионов нашей страны. На территории монастыря, не покладая рук, работают насельницы и трудники, которые приезжают сюда безвозмездно помочь строящемуся монастырю. Летом этого года епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил чин освящения колоколов. Теперь колокольный звон строящегося женского монастыря в честь блаженной Варвары Скворчихинской слышится далеко за его пределами. И мы надеемся, что в скором времени этот монастырь наполнится насельниками. И будут сюда приезжать паломники со всех уголков нашей необъятной страны. А святая Варвара Скворчихинская будет помогать им своим даром исцеления еще не 100 лет. – 15 ноября в Доме Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан состоялся церковно-общественный форум «Шестые епархиальные табынские чтения», посвященные теме 1917-2017. Итоги столетия. Конечно, храмов, мечетей было разрушено очень много. Вот в Республике Башкортостан из почти 800 православных храмов остались живыми, скажем так, только 17. Поэтому наши деды пели, что мы до основания старый мир разрушим, построим новый. Но, к сожалению, разрушить получилось очень быстро, а строить очень медленно. На сегодняшний день вот и в нашей республике Башкортостан 347 православных приходов. И многие из них уже восстановлены, многие еще в стадии строительства, потому что многие строительство и восстановление начиналось практически с нуля. То, что храмы мы получали практически разрушенными действительно до основания. Очень редко, когда мы получали храмы без крыш, но это очень редко. И это уже более легкий случай, когда нам приходилось менее, так скажем, затратную работу производить. Конечно, для всякого верующего человека разрушение его святынь, как православных, так и мусульманских, это является не только общественным горем, но и горем и переживанием для каждого верующего человека, православного или мусульманина. И я думаю, что вот тот сложившийся богатый опыт взаимодействия в нашей республике между, в первую очередь, православием и исламом, он послужит духовному подъему наших жителей, экономическому росту нашей республики и поднимет ее авторитет не только в нашем российском обществе, но и в мировом сообществе, потому что мы находимся как в цветнике. Мы, каждая нация и национальность, а их более 150 сейчас говорят в нашей республике, мы как тот букет, как та клумба, как цветок, как цветочница, которая украшает друг друга.
развиваться и дальше. Так и я желаю нашим жителям, всем, независимо от национальности, независимо от религиозной принадлежности или верующим, или неверующим, желаю, чтобы мы всегда жили таким образом, потому что Бог есть любовь, а война или какое-либо противостояние, они никогда не приводят ни к чему хорошему. Они только ведут к разрушению и личности, и общества. На этих чтениях все православные Башкортостана вместе собираются. Мы тоже получим по приглашению его Высокопреосвященства владыки Никона, чтобы вместе поучаствовать. И в Коране ведь первый аят Всевышнего был «Икра бисми раббикаль лази халак», читай именем Господа твоего, который создал тебя. Когда мы читаем, мы очень много познаем, но чтобы эти знания нам помогали жить. Здесь остается добрый разговор. А духовно-нравственное возрождение в нашей стране, слава Богу, на полном ходу. 25 тысяч православных храмов построено, 7,5 тысяч мечетей построено. Там мы должны и читать, и молитвы читать, и священные книги читать, и вообще познавать этот мир. Чем больше мы познаем этот мир, тем лучше мы познаем Создателя, и тем чище мы становимся, даст Бог. Поэтому это очень доброе дело, и мы с радостью примем приглашение. Сегодня республика – это пример. Пример сегодня всей Российской Федерации как субъекта. Потому что в республике проживает более 160 национальностей, более 20 видов направлений вероисповедания. И, конечно, сегодня самые традиционные конфессии, как называемые коренные, это ислам и христианство. Веками эти религии формировались, проживали на Урале. И никогда, я еще раз говорю, не было ни войн, ни конфликтов между этими великими мировыми религиями. Сегодня вероисповедальная политика республики также направлена на то, чтобы сегодня наши конфессии чувствовали себя комфортно на территории республики, да и не только в Российской Федерации. От того, как мы, власть, выстраиваем отношения, от того чувствительно зависит и положение в обществе. Поэтому тезисы «кто-то отделен от общества», «кто-то не отделен от общества», от религии» – это сегодня не актуально. Пленарное заседание открыл глава Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. В пленарной части чтений с приветственными словами также выступили председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Вячеслав Петков и председатель Духовного управления мусульман России Верховный муфтий Талгат Таджуддин. Всего в работе чтений приняли участие около 600 человек. Это и представители синодальных отделов Московской Патриархии, администрации главы Республики Башкортостан, Министерства образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, внутренних дел, военного комиссариата Республики Башкортостан, высших учебных заведений и общественных организаций. Этот церковно-общественный форум собирается сегодня для того, чтобы обсудить итоги столетия 1917 по 2017 годы. Столетие, которое, несомненно, оказало колоссальное влияние на историю нашего Отечества и на судьбы трагического 20 мира. Этот церковно-общественный диалог призван к тому, чтобы мы смогли прийти к согласию в вопросах оценки произошедшего, но для этого нужно предварительное согласие, конечно, в критериях оценки этого. И вот сегодня церковь предлагает в качестве критерия оценок избрать нравственные оценки, потому что это, собственно, и находится в фокусе внимания церкви. А уже юридические, исторические и прочие, конечно, это дело, собственно, науки или правоохранительных органов. И мы надеемся, что так, как всегда, как это было, сегодня будет именно день торжества православия, такой духовный праздник. Потому что всегда, когда мы говорим о вере нашей православной, о добродетелях, то преисполняется наше сердце радостью, переживанием духовного единства. И люди, другие люди, других религий, даже не задумавшись о религии, обычно на этих мероприятиях получают очень важный для себя духовный опыт. У них
них меняется отношение к религии, к церкви в частности, отношение к верующим людям. Потому что видят, что в верующих людях другие глаза, они по-другому общаются часто. И атмосфера, которая возникает среди верующих людей, пропитана радостью о Боге, особо возвышенным настроем. Тема общественно-церковного форума стала поводом проанализировать свою работу в историческом аспекте, указать на духовные и нравственные катастрофы, произошедшие в начале XX века, определить причины и масштабы происходящего возрождения. Табынские чтения уже 6-е в истории нашей епархии дают нам очень многое. Людям хочется высказаться, людям хочется поведать те знания, которые они накопили за этот год, за все предшествующие годы, за всю жизнь. Это отрадное явление, что такая возможность появляется. В газете многое не скажешь, на телевидении тоже скажешь немногое. А здесь ты встретишь единомышленников, ты встретишь тех, кто занимается той же темой, теми же направлениями истории Уфимской епархии, по духовности Уфимской епархии, по милосердию, здравоохранению. Возможность направлений больше. Люди услышат друг друга православные христиане Уфимской епархии. Пленарное заседание продолжилось награждением победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Также грамотами были отмечены лучшие педагоги воскресных школ Уфимской епархии. Далее работа табынских чтений продолжилась в секциях, которых в этом году было 7. Сегодня в рамках табынских чтений, проводимых по благословению главы Башкортостанской митрополии, митрополита Уфимского Стерлитамакского Никона, в очередной раз мы собираемся для того, чтобы обсудить очень важные насущные вопросы жизни и церкви, общества. И, конечно же, никого эти вопросы не оставляют быть равнодушными. Мне довелось быть ведущим сегодня в 3-й секции, посвященной истории уфимских приходов в период 1917 года по настоящее время. И, конечно же, очень интересный период времени рассматривается нами, поскольку многотрудный путь прошла Уфимская епархия, как и вся Русская Православная Церковь за этот период. Было время закрытия храмов, разрушения церквей, монастырей, отхода людей от веры. Было время и воинствующего атеизма. Было время и 90-х годов, когда церковь вставала с колен, и по сей день еще многие раны неизлечимы. И, конечно же, проводя параллели с 17-м годом 20-го столетия и современным временем, мы очень много уже можем сказать, вынеся уроки истории столь непростого периода Русской Православной Церкви в его истории. По окончании работ секций были подведены итоги, и началась работа редакторской комиссии по составлению резолюции чтений. Сейчас, конечно, мы можем подводить итоги этого года и видеть, должны понять, почему происходит такое возрождение церкви. И сейчас в Уфимской епархии, слава Богу, более 230 храмов, такое же количество служителей, 6 монастырей, существуют отделы, ведется большая социальная, миссионерская, просветительская работа. Конечно, это произошло подвигом святых, верность православия которых спасла наше Отечество. Именно кровь мучеников стала семенем, которое возродило православие. Именно кровь мучеников, она разрушила почву под ногами мучителей. Сейчас мы, конечно, должны благодарить за все это именно тех подвижников, новомучеников, исповедников российских, которых включено в святцы в последние годы 1774 человека. Это значительная часть вообще всех из 500 тысяч святых святцев православных. Табынские чтения заняли прочное место в жизни республики и стали авторитетной площадкой для обсуждения актуальных задач в сфере совершенствования государственно-церковных отношений, роли православия в образовании и культуре. С 1 по 6 декабря в городе Уфе на ВДНХ «Экспо» по улице Менделеева, 158, пройдет православная ярмарка «Рождественская». На ярмарку прибудет список чудотворной иконы «Отрада и утешения» со Святой горы Афон. В выставке будут участвовать представители Греции, Грузии, Осетии, Израиля, Украины и России.
Программа предложит духовные беседы и выступления исполнителей духовной музыки. В продаже будет представлен широкий ассортимент духовной литературы, церковной утвари и ювелирных изделий. Часы работы выставки с 10 до 20 часов.